Батал Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Белла Станиславовна. Буквально вчера вы презентовали новую организацию, Ассоциацию силовых структур Республики Абхазия. Для жителей нашей страны эта новость стала достаточно неожиданной, и появились ряд вопросов, на которые мы хотели бы получить ответы. Насколько нам известно, в вашу ассоциацию входят представители таких силовых структур, как МВД, СГБ, МЧС, ГСО, Министерство обороны. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об этом, о структуре организации, о целях и задачах. Ассоциацию силовых ведомств мы организовали в 2024 году. Это мои коллеги, друзья, товарищи, с которыми бок о бок мы не раз сталкивались в наших мероприятиях. Многие из них на сегодняшний день являются преподавателями, которые уже давно несут на себе социальную нагрузку, преподают в школах. Это Леон Гусейнов, представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям, преподает в 3-й школе начальную военную подготовку. Беслан Витальевич Мужба, полковник Министерства обороны, который трудится в Абхазском государственном университете на военной кафедре. Рустам Гарьевич Мархоля преподает в Сухумской школе, высшей школе милиции. Это социальную нагрузку, которую мы ведем. Я непосредственно имел возможность работать в своей родной школе в селе Нижняя Шера преподавателем начальной военной подготовки. И мы сегодня решили объединиться для того, чтобы усилить наши действия, для того, чтобы мы смогли вместе и дружно работать с нашей молодежью, воспитывая их в патриотическом плане. Какие у нас цели и задачи? Это в первую очередь общаться с детьми в школах, в наших университетах, привлекать их в силовые органы. Это, естественно, немаловажно для нас, это очень важно. У нас есть возможность отправить детей учиться в вузы, серьезные, большие вузы у нашего стратегического партнера Российской Федерации, которые нашим ведомствам уже давно предоставляют такую возможность. Есть целевые лимиты, по которым я лично сам в 2008 году поступал в Краснодарский университет МВД. Пообщаться с молодежью, показать, что милиция это неплохо, что Министерство по чрезвычайным ситуациям спасает людей, пожарники, как они работают. Детям это будет интересно. Детям будет интересно, если им показать это, приехать в школу, рассказать. У нас раньше практиковали мы это все, как я вам говорил, выше, как мои коллеги с этим занимаются, по сей день. Ранее вот у нас был такой, почему был есть друг, товарищ Тимур Кикискири, который один период возглавлял Министерство по делам молодежи и спорта. Тогда он вышел с инициативой, я был начальником управления Государственной автомобильной инспекции, в наших лицей-интернатах провести курсы, лекции, где мы расскажем о важности знаний правил дорожного движения, которые являются немаловажным, значимым таким моментом. Почему? Потому что участниками дорожного движения являются как и пешеходы, так и водители. И эту работу проводили, детям было интересно. И вот в связи с всеми вот этими вышеупомянутыми вещами мы объединились. И хочу подчеркнуть еще немаловажную вещь, что мы не про политику, там очень большая конкуренция. И нам это запрещено законом Республики Абхазия. Нас объединяет социальная работа, которая позволяет здесь в соответствии с действующим законодательством объединяться в профсоюзы, ассоциации для социальной работы, поддержки граждан, ветеранов непосредственно. Силовых ведомств у нас большое количество, которые нуждаются во внимании, в поддержке. Наших коллег, которые также нуждаются во внимании, в поддержке. Еще немаловажная вещь, которая нас очень волнует и интересует, над которым надо тоже работать и не одному, один в поле не воин, это популяризация наших ведомств, чтобы мы становились более понятными, более открытыми для наших граждан. Почему? Потому что мы не про зло и силу, мы про закон и порядок, доброту. Наша цель, чтобы дети с дома до школы шли в безопасности и возвращались целыми невредимыми. Мы хотим с ними работать, и мы хотим их немножко отвлечь с улицы. Я имел такую возможность, будучи школьником, когда в 9 классе нас Министерство обороны пригласило на Озорницу, в город Новый Афон, где мы жили в храме, не в монастыре, немножко ниже был храм, где нас порядка 50 человек разместили, можно сказать так, приближенно к боевым условиям на матрасах. Для нас это было очень интересно, те эмоции, которые мы забыть до сих пор не можем. Там мы сформировали новое общение, новую дружбу, знакомство. Нас
приобщали к службе в армии, поднимали авторитет армии тем самым, показывая, как это все происходит. Ну, для нас, детей, это было очень интересно. Почему? Потому что каждый мальчик в детстве играет в войнушки. И нас вводили, горя на копия, где нам показывали ведение тактических там мероприятий, военнослужащие нам преподавали уроки, как правильно замаскироваться, как правильно вести наблюдение, там, двигаться в группе. Ну, для детей это очень интересно. И в таких мероприятиях привлекательность наших ведомств вырастает в разы. В таких мероприятиях мы можем привлечь больше молодежи работать в правоохранительных органах во благо безопасности, порядка и защиты нашей Родины. Ассоциация направлена в большей степени на просветительский образовательный аспект. Безусловно, да, просветительская образовательная работа. И у нас есть друзья, коллеги с Министерства по чрезвычайным ситуациям, вот такой товарищ Ичмелян Артур, он пишет кандидатскую, непосредственно хочет добиться научных таких высот в плане безопасности, пожарной безопасности, который хочет поделиться своими знаниями, умениями, имеет возможность взять на себя эту социальную нагрузку, выйти, приехать в школу, показать специальную пожарную машину, как она работает, рассказать детям, как важно вести себя при пожаре, как это необходимо. Мы, к сожалению, у нас вот буквально к концу этого, буквально недавно были такие случаи, где 5 детей погибло в Гальском районе. Это беда и трагедия. И знание и умение вести себя в чрезвычайных ситуациях, это очень важно. И, безусловно, эту работу надо проводить со школы, с университета, для того, чтобы у каждого формировались навыки. Соответственно, исходя опять же из сказанного, вы делаете ставку на реанимирование роли силовых структур в обществе, правильно? Ну, реанимация нам не нужна, мы здоровый организм, который занимается здоровым делом, я имею в виду о наших ведомствах. Правильный акцент. Но, безусловно, повысить уровень доверия среди наших граждан, эту работу надо проводить всегда и повсеместно. Это необходимо и важно делать. И мы вот этим хотим заниматься, и этим и занимаемся, по большому счету. Мы будем делиться всеми тем, с чем занимаемся. Мы открыли телеграм-канал Ассоциация силовых ведомств. Подписывайтесь, кстати, уважаемые граждане, телезрители. Бела Станиславовна, вас приглашаем туда. Пока мы учимся тоже самому этому, может быть, не все получается. Мы сейчас хотим сформировать, как можно там выстраивать обратную связь. Почему? Потому что могут какие-то полезные идеи нам граждане предложить, как бы они хотели бы видеть нашу социальную работу, которую мы будем проводить в школах, в университетах, о вреде наркотиков, о знании правил дорожного движения, как можно стать милиционером, как можно стать пожарником, где надо написать заявление, куда вовремя подать, какие необходимо собрать справки, медицинскую комиссию, когда ее можно пройти, куда можно поступить, какой выбор есть. Вот это все важная такая информация, необходимая для наших граждан. Я думаю, она должна иметь какую-то платформу и базу, где вот люди могут ее черпать и получать обратную связь, чтобы мы могли взаимодействовать и выстраивать новые открытые взаимоотношения. Ну и как кульминация, скорее всего, одна из целей – это вернуть престиж профессии, правильно? Повысить. Еще такой один актуальный вопрос – это вопрос о легитимности создания данной вами ассоциации. Вот что вы можете, как прокомментируете в контексте правового поля? Именно? Безусловно, закон о правоохранительных органах, статья 26, глава 6 гласит следующее, что сотрудники могут объединяться в союзы, профсоюзы, ассоциации для проведения социальной работы, для поддержки своих прав, для поддержки общественной работы, и это нам закон разрешает. Но тут нельзя путать со следующим, что социальная работа, это профсоюз, это не политика. Нам запрещено заниматься политикой. Я еще раз повторюсь, я один раз не про политику абсолютно. Нам это запрещено законом о милиции. Мы не имеем права вступать в политические партии, участвовать в политических процессах. Милиция и правоохранительные органы должны быть арбитром, который служит своему народу и своим гражданам, невзирая на их политические интересы, из-за этого не вступать никуда не имеют права. Это гласит действующее законодательство. И мы это прекрасно знаем, соблюдаем. В нашем случае мы не про политику, мы про социальную работу, о которой я вам говорил. Соответственно, будет вестись вашей ассоциацией совместно с нашими силовыми структурами определенная координационная работа.
Не, безусловно. Вот, допустим, даже вот такой вот пример вам могу привести. Вот тут у нас в Министерстве внутренних дел есть такая вот лаборатория, да, криминалистическая лаборатория на колесах, это вот на базе автомобиля «Газель Next», вот, в соответствии с софинансированием с нашим стратегическим партнером, такая дорогостоящая специальная техника у нас есть, это, которая позволяет провести осмотр места происшествия, где необходимые важные улики можно и нужно заметить и задокументировать, извлечь для дальнейшего продолжения расследования этого происшествия. Если, вот, допустим, у меня есть желание, да, вот мы с коллегами, нашей ассоциации решили предпринять мероприятия по выезду и ознакомлению наших детишек с этой специальной машиной, потому что детей же надо не разговорами завлекать, а показать, чтобы их какие-то вызвать приятные эмоции, показать, как милиционер там микроскоп смотрит, видит там отпечатки пальцев, как он их снимает специальной магнитной кисточкой, специальным магнитным порошком. Детям это будет интересно, детям это будет важно. А согласовать надо с министром внутренних дел, потому что он руководитель и занимается регламентом правоохранительных органов. Если машина не занята ни в каких-то специальных мероприятиях, она может, безусловно, служить в таком примере для нашей молодежи. И вот координация будет именно вот в таком плане. И это, с одной стороны, поддержка и большой административный ресурс, который мы будем использовать в своей работе. Какие, на ваш взгляд, возможны существенные реальные результаты посредством работы вашей ассоциации в контексте обеспечения безопасности населения нашей страны, а также гостей нашей республики? Ну, конечно, большая роль. Мы будем информировать наших граждан. Наша задача не пресекать. В этой ассоциации мы пресечением не будем заниматься. Наша задача предупреждать, как не сгореть в пожаре, как правильно в этом пожаре соорганизоваться, как не стать жертвой мошенников, как правильно себя вести на дороге, как правильно себя вести в общественных местах и так далее и тому подобное. Вот в эту работу просветительскую, предупреждающую какие тяжелые последствия, вот наша работа. Вот. Конечно, она принесет плоды, если мы сохраним чью-то жизнь, чье-то здоровье, дав ему жизненно важную информацию, это будет, и да, одна жизнь, одно здоровье будет иметь огромное значение. Впоследствии, быть может, вы уже сделали какие-то наработки и на перспективу можете сказать, что будут какие-то с аналогичными структурами в Российской Федерации? Безусловно, обмен опытом – это же важная вещь. Есть вещи, которые до нас создали. Это ассоциация силовых ведомств, мы не только в Абхазии, существует общемировая практика. И общение с коллегами, перенять опыт их наработок, долгого времени их существования имеет большое значение. И мы, конечно, будем перенимать эти результаты их деятельности для того, чтобы использовать это во благо нашего народа и нашего общества. Благодарю вас, Батал Валеевич, за беседу. Вы ответили на все наши вопросы. Удачи вам в дальнейшей деятельности и успехов. Спасибо. Спасибо, Бела Станиславовна, за эту возможность разъяснить о нашей деятельности нашим гражданам. Я думаю, еще мы часто будем встречаться с нашими гражданами на круглых столах, на семинарах, где будем говорить о насущных проблемах. Спасибо. Благодарю.